Всероссийская декада инклюзивного образования – масштабный проект, охватывающий всю страну и поднимающий одну из важных тем – развитие инклюзивного образования в России. Если раньше Якутск ограничивался одной неделей, то в этом году мероприятия проходили ежедневно на протяжении почти 2 недель. Благотворительный фонд Харасхал, выступающий куратором данного проекта в Якутии, провел разноплановые мероприятия, основная идея которых – обратить внимание горожан на то, что мы все равны. Декада инклюзивного образования позволила нам расширить программу, что позволило нам раскрыть многие проблемы инклюзивного образования, раскрыть темы, которые очень нужны именно развитию инклюзивного общества. И привлечь намного больше людей, участников, которые болеют за эту проблему. Разные, но равные. Именно об этом говорили на всех мероприятиях, проведенных благотворительным фондом Харасхал. Якутяне с радостью поддержали День людей с синдромом Дауна, приняв участие в масштабной акции, запостив фотографии в социальных сетях с элементами желтого цвета. А фотовыставка в торгово-развлекательном комплексе «Азия», посвященная солнечным детям, раскрыла семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, с новой стороны и продемонстрировала обществу, что синдром – это не приговор. Впервые была организована городская игра «Брейринг» – школа для всех, объединившая всех участников, прошедших уроки доброты. Дети поделились своими знаниями об инклюзии и представили проекты, посвященные развитию понимания инвалидности в Якутии. Брейн-ринг проводился для того, чтобы еще раз встретиться с ребятами, да, с которыми мы уже знакомы, проверить их знания, насколько они у них впитались, насколько они все это освоили. И я думаю, что вот для них это была какая-то вот даже проверка своих знаний. Семинары, прошедшие в рамках декады, привлекли внимание многих специалистов из образовательной сферы. Все участники выразили свое согласие, что пора выходить на новый уровень инклюзивной культуры и приблизить возможность для детей обучаться наравне со своими сверстниками. Завершилась декада инклюзивного образования стратегической сессии, объединившей работающих специалистов в области образования и общественных организаций. Участники рассмотрели не только примеры успешного внедрения инклюзивного образования на территории города Якутска, но и наметили в план работы высших ведомств города новые технологии внедрения инклюзии на всех уровнях образовательной системы. У нас есть очень хороший проект, который называется «Ресурсный класс». Да? Это вот специальные образовательные условия для детей с аутизмом. Да? То есть дети у нас обучаются в регулярном классе, но тем не менее весь образовательный процесс проходит в ресурсном классе, да, и потом уже по мере адаптации, по мере того, что вот по способности ребенка переключается в регулярный класс. Таким образом происходит инклюзия, и таким образом ребенок интегрируется в общество и становится полноправным членом общества.
Мы рассказали о нем и на самом деле получили очень положительные отзывы о нем. И очень надеемся, что наш проект реализуется в будущем. Очень много разных вопросов мы сегодня посмотрели с точки зрения самого ребенка, с точки зрения родителей, с точки зрения школы, органов управления. Как подойти вот непосредственно к этому ребенку, как развить их способность. И мы хотим начать большое научное прикладное исследование по их способностям, по их развитию, потому что мы с вами знаем, что в науке есть такое понятие, что дети с аутизмом, они бывают с большими талантами. Это математики, программисты, музыканты и так далее, так далее, так далее. Наша задача их хорошо социализировать в обществе, развить эти таланты, чтобы они были очень хорошими, успешными людьми. И вот мы хотим, чтобы каждый житель нашей республики, каждый ребенок засиял как самая яркая звезда на небосклоне нашей планеты. Мы затронули такие проблемы, как развитие спорта в общеобразовательных школах для детей с инвалидностью, развитие ранней помощи, развитие дополнительного образования. И очень много было откликов именно от родителей, которые поставили для нас очень злободневные для них проблемы, которые нужно решить именно вместе. И я думаю, что именно такой формат, когда и родители, и общественные организации, и ведомства, которые отвечают за них, и сами педагоги, они объединились в группы и сделали прям очень хорошую дорожную карту на следующий учебный год, как можно реализовать данные проекты. И надеемся, что этот формат дальше будет развиваться, и то, что мы разработали, пойдет в работу. Если раньше многие боялись словосочетания «инклюзивное образование», то сейчас люди относятся с пониманием и стремятся помочь. Работа над развитием инклюзии в Якутии ведется, и именно опыт работы фонда Харасхал доказывает, что мы идем по верному пути. Конечно, необходима финансовая поддержка проекта и наличие профильных специалистов, но главное, наше общество начало понимать и принимать детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Представьте себе школу будущего, где не нужно стопроцентное зрение, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды, и идеальный слух, чтобы понимать друг друга, где каждый может оказаться на высоте и научиться поддержке не менее важно, чем выучить уроки. А вы знаете, что такие школы уже существуют? Дети должны учиться вместе. Внедрение инклюзивного образования в России началось сравнительно недавно, но педагоги всех уровней образования стремятся ввести его в свою практику. Инклюзивное образование необходимо для создания равного общества, в котором дети с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья получают знания наравне со своими сверстниками в стенах образовательных учреждений, а не находясь на домашнем обучении. Институт развития образования и повышения квалификации Якутии совместно с благотворительным фондом Харасхал провели практикоориентированный семинар на тему «Инклюзивное образование. С чего начинать?» для педагогов дополнительного образования Якутии. В течение 3 дней педагоги встречались с ведущими практиками дополнительного образования, успешно внедривших в свою работу инклюзивный подход. Так, педагоги Центра творческого развития «Солнечный мир» с большим удовольствием не только на теории, но и на практике поделились своим опытом.
конечно, нам как преподавателям очень интересно узнать особенности, как работает. Вот сейчас мы пришли сюда, в золотой солнечный мир, познакомились, как проводят преподаватели различные мастер-классы с детьми, работают с конским волосом, слепкой, развивают моторику у детей, индивидуальный творческий подход мы видим, также фантазии, воображение, в общем, все задействованные функции человека, развитие его. И, в общем-то, для нас это тоже важно и нужно для нашей работы. Что мы можем передать нашим детям, студентам, которые пойдут в дальнейшем работать с ребятишками, и чтобы в своей работе они использовали именно инклюзивное образование. То есть каждому ребенку разрабатывали собственные программы, собственные пути развития, подходили к этому с позиции, что каждый ребенок – личность, у каждого есть свои особенности, и каждому ребенку свой подход. Огромное впечатление в том плане, что для нас организовали такое именно условие, где мы все педагоги собрались и познакомились с содержанием инклюзивного образования. И сегодня у нас перед нами выступили педагоги, которые работают с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и показали очень хорошие содержательные мастер-классы. И у нас в педколледже есть отделение, группа коррекционная педагогика, и наши студенты, готовим выпускников именно для школ коррекционного образования. И мы как педагоги, которые учат наших студентов, с ними ходим на практику, и для нас очень такие полезная информация, полезный семинар. Большее количество участников отметило, что спикеры проявили себя не только как профессионалы высокого уровня, но и как неравнодушные и крайне заинтересованные в обсуждаемых темах специалисты. Привет. Пойдем с нами играть. Мы такие же дети, как и ты. Мы все разные, но мы равны.